ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 8:45, общегородская планерка. В связи с потеплением снова активно обсуждается уборка снега с улиц и очистка кровель. Представители управления рапортуют, что в части спортивных и образовательных учреждениях вопрос с крышами решен. Сейчас продолжаются работы. Спецавтодор докладывает, за неделю вывезли порядка 31 тысячи кубов снега. Сейчас идут по второму кругу. Однако городоначальник отдельно акцентирует внимание на очистке проездов, иначе транспорт просто завязнет. То же самое касается дворовых территорий. Где-то начиная с понедельника будет потепление. Естественно, все, что находится во дворах, это то, что сегодня она утрамбована, это все рухнет. Мы получим большую проблему, получим коллапс на дорогах. То есть машины заезжать во дворы не будут, они будут стоять вдоль дорог. И бетонную не почистить, не проехать, ничего. Поэтому по поводу вывоза снега административная комиссия, те люди, которые сегодня у нас составляют протоколы, работа непочатый край. Работа непочатый край, еще раз повторяю. Каждый день можно ходить, каждый день можно проверять, каждый день можно составлять протокол. Еще раз повторяю, сегодня техники в городе очень много, поэтому управляющая компания к вам обращаюсь. Будут жалобы, и будет их очень много, и будут ходить люди, которые будут составлять протокол. Не обижайтесь потом. Вторая, едва ли не постоянная тема планерок – отлов бродячих собак. В скором времени на эти цели в муниципалитете появятся дополнительные деньги – порядка 800 тысяч рублей. Управление ЖКХ комментирует, что на сегодня вопрос с конкурсом остается открытым. Сейчас работы по отлову, стерилизации и чипированию продолжает выполнять Добрый город. Заключили прямой договор на время, пока будет объявлен повторный конкурс. Прямой договор с Добрым городом заключили. В рамках этого договора уже отловлено 16 голов. Сейчас они стараются держать у себя и большую часть куда-то пристраивать. Там, в частные владения, кто приходит. Ну, где нет, там все равно приходится выпускать. Об этом и селектора были, пока это вопрос действительно серьезный. В связи с изменениями в новом законодательстве, ну, там совсем сильно все гуманно, и для нас это проблема. Подвесла ситуация с ремонтом пешеходного моста рядом с прудом в парке Кио. Разговоры о его реконструкции велись уже давно, но работы на сегодня не начаты. Известно, что исполнитель определенный, проволочки связаны с бумажными вопросами. Завтра, послезавтра пойдет большая вода, что будем делать? А подрядчик, который субподрядчик, который на это работает, он говорит, мне нужен месяц для того, чтобы выполнить весь объем работ. Месяц. Тянем резину сколько? Когда был заключен договор? В декабре? Уже в феврале конь не валялся. Информация по другим проблемным темам. Вскоре должны начаться работы по замене плиты и укреплению места обрушения в детсаде номер 40. Недавно здесь упала вовнутрь одна из плит кровли. На днях состоится инспекция в школу номер 7 поселка Шудаяк. Здесь также большие проблемы с кровлей. У пострадавшей при обвале снега 9 марта в Центре творчества имени Корчевского диагностировали перелом. Директор центра приглашен для разговора в следственные органы. С родственниками женщины поддерживается постоянный диалог. Завершилась планерка на мажорной ноте. 17 марта в России отметят День работников ЖКХ. Время для поздравлений. От вас, от работы, вашей работы зависит и настроение, и комфортность жителей города Ухты. Поэтому огромное вам спасибо за вашу работу. Конечно, оно не идеально, но во всяком случае не хуже, чем в других городах, не хуже, чем в других регионах. Но в любом случае искренние поздравления с праздником. Хочу пожелать вам, чтобы у вас всегда все получалось. Это основное. Когда у человека есть желание, у него всегда все получится.